немножечко расскажу о том, где найти финансовые средства. Расскажу, если интересно, про спонсорские пакеты, как их правильно оформлять, как работать со спонсорами, немного про краудфандинг и, конечно же, про государственную поддержку, в том числе начиная от грантов, заканчивая субсидиями. Неопытность, первая неудача или самая банальная нехватка финансов – причина, почему бизнес гибнет еще на этапе возрождения. О том, как продвинуть свой проект, как не поддаться страху создать что-то новое, рассказывают на общем мастер-классе студентам МГУ. Для Марины Мурзабековой, как будущему финансисту, эта тема особо интересна, ведь возможность получить советы от эксперта выпадает не каждый день. На лекциях мы получаем в основном теорию. Вот эти лекторы, которые приезжают к нам на подобные мастер-классы, это люди, которые действительно занимались этим бизнесом, у которых есть действительно опыт в этой области. И благодаря им мы получаем именно практические навыки. В зале не только студенты ИКФАКа, но и те, кто не раз задумывался над тем, чтобы начать свое дело. Для будущего историка Хамзата Гулиева тема бизнеса пока в новинку, но ведь начать никогда не поздно. Особенно заинтересовала причины, из-за которых вы боитесь начать бизнес, да, предпринимательством заниматься. Вот эти причины меня очень сильно заинтересовали. Две из них я как-нибудь поборол, да, страх начала, волнение, а вот остальные, то есть некоторых моментах, когда мы останавливаемся и не знаем, куда идти, вот там бывает, что заходишь в тупик. Здесь я много интересного для себя узнал. Лектор и успешный бизнесмен Диана Гуд, за плечами которой немало реализованных социальных проектов. Хотя в Ингушетии она впервые, но с ингушской аудиторией работает уже давно. Диана не раз проводила курсы молодого предпринимателя для ингушских студентов, которые учатся в Москве. Свои проекты ребята затем представили на Машуке, которые сейчас успешно реализуются. Молодежь пока еще, у них взгляд не зашоренный, у них очень всегда интересные проекты, у них интересные инициативы. Им ничего не страшно, они ничего не боятся, и с ними всегда интересно работать. Потому что люди, которые в свое время когда-то открывали бизнес, у них что-то не получилось, у них уже есть определенный страх, они скованы, да, и они второй раз не всегда хотят что-то пробовать уже делать. А молодежь, она еще не пробовала, им все интересно, и поэтому, если их правильно направить в нужное русло, дать им определенные знания, навыки, то это будет та удочка, которую они впоследствии смогут всегда использовать в жизни. Такие мастер-классы в стенах университета проходят не впервые. За последний месяц специалисты из Москвы и Петербурга несколько раз проводили занятия с ингушскими студентами на разные темы. Организатор сегодняшнего семинара – фонд «Создай свое дело» совместно с Центром «Как создать свой бизнес». Такая информация, которую несут эти эксперты, она необходима для студентов, потому что они в университетах получают теоретические знания, получают много базы. А вот чтобы посмотреть и послушать со стороны вуза другой формат, вот, как преподносят эту информацию, мне кажется, им вот этого не хватает. И вот этот взгляд со стороны, вот, мне кажется, может оценить их те знания, которые они здесь приобретают. Такие лекции могут стать хорошим стартом не только для студентов, но и тех, кто уже пробовал, но по каким-то причинам не смог поднять свое собственное дело. Жарайдат Холухоева, Халаш Гойгов, Новости 24.